Менде bir кичинекей проблема пайда болду. Кайсы тилде сүйлөшөйүн? Мен анда ажыке сиз менен орусча сүйлөшөйүн. Сиз менен кыргызча боло береби? Теле көрүүчүлөр урушпаса болду. Кайсы тил болбосун Аллах субханаху ва тааланын адамга берген тили. Бирибиз түшүнсөк болду. Ажыке, вот я специально в этом проекте не включаю негативов. Вот в течение уже 2006 года я его провожу, этот проект, то на государственных каналах, будто в частных каналах, но я стараюсь, так скажем, я запрещаю негатив в этом проекте. То есть люди в течение месяца отдыхают от этого негатива. Вот что позитивного, вы как политолог, как человек, который знает природу, политическую природу ислама, что вы замечаете позитивного в Кыргызстане с точки зрения политики ислама? Ну, в первую очередь, я думаю, что в Кыргызстане мы сохранили то, что мы называем свободой слова, свободой самовыражения. То есть самый простой пример, когда вы посещаете разные страны, то в аэропорту или живя уже в этой стране, или в аэропорту даже ощущается как бы климат, да, страны, то, что мы называем политический климат. Воздух. Воздух, да, наполненный. Так вот, в Кыргызстане этот воздух, он свободный. Вы дышите в Кыргызстане полной грудью, то есть полностью, да? То есть у нас есть разные мнения, у нас есть разные течения даже, да, в Кыргызстане, допустим, различные скандалы бывают, различные, то есть чувствуется вот это вот, как бы жизнь, она бурлит, она идет, бьет ключом. Там, где есть обмен мнениями, есть дискуссии, естественно, в рамках, да, закона, есть дискуссии, естественно, есть развитие определенное. И, естественно, если смотреть со стороны ислама, то, конечно, в Кыргызстане мусульмане себя чувствуют намного свободнее, чем, допустим, в некоторых странах, даже арабского мира. Потому что, во-первых, здесь мусульмане, мы не только, у нас есть свобода самовыражения или свобода религии, да, но и также свобода практики, но есть и свобода мышления, потому что наши граждане, мусульмане, участвуют активно и в политике, и в социальной жизни. И, конечно, нас очень сильно радует наша молодежь. Конечно, бывает всегда такая привычка, что мы иногда ругаем поколение, говоря, что сегодняшнее поколение не то и не так делает и так далее. Но все-таки сегодняшнее новое поколение, молодежь, в ней заложен будущий потенциал развития Кыргызстана. Благодаря чему это вот сохраняется, эта свобода? Благодаря чему? Ну, мне кажется, исторический путь определенный, когда мы прошли в Кыргызстане, с самого начала сама политическая система, да, она, то есть, сохраняла определенные демократические рамки, да, развития, раз. Исторически, например, некоторые говорят, это природа или ментальность самого народа или общества кыргызов, да, допустим. Свободолюбивый народ. Да, к примеру. Но здесь важно отметить, знаете, что все-таки, конечно, мы нуждаемся и должны ставить над собой каждый вот верующий высокие рамки, да? Не только ограничиваться, допустим, поклонением или улучшать свое поклонение, но также саморазвиваться, да? То, что мы называем интеллектуальное развитие должно быть. Да? Реализация. Интеллектуальное развитие, включающее, когда человек расширяет свое миропонимание, да? Изучая не просто, допустим, что есть в рамках ислама. Да? Не только догматика. Да, догматика, но расширяя при этом. Потому что сегодня мы нуждаемся в иджтихаде, то есть в новом рассмотрении, новом свежем взгляде, да? Через призму Корана на современную жизнь, на современный мир, на современное общество. И мне кажется, все-таки в нашей молодежи есть большой потенциал. Главное, этот потенциал надо правильно направить в нужное созидательное русло. Да? Именно социальная активность должна быть среди молодежи. Должно быть ставиться какие-то задачи, сверхзадачи. Да? И именно сегодня мы говорим, что мы должны думать в рамках, допустим, на уровне национального, да? На уровне страны, государственное мышление должно быть. То есть каждый верующий, я думаю, что должен думать государственными, на государственном уровне, да, быть стараться рассматривать как бы современные, как бы сказать, современное развитие общества
государство, да, и именно прикладывать все усилия для развития его в рамках ислама. Потому что на нем висит ответственность за это общество. Конечно, конечно. На нем висит ответственность. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.